Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Это видео я записываю по запросу водителей, у которых остеохондроз является профессиональным заболеванием. Известно, что при компрессионном давлении на позвоночник зажимается нерв, появляется дополнительный риск. Ну и остеохондроз достаточно распространен, он бывает у людей разных профессий. Ну и с возрастом действительно высыхает хрящ. И не все делают гимнастику, согласитесь. А для того, чтобы мышцы были в тонусе, и эти мышцы растягивали позвонки, чтобы позвонки не зажимали нерв, нужно на регулярной основе делать простые, элементарные, доступные упражнения, которые я делаю каждый день, потому что сам столкнулся с этим заболеванием. У меня был и шейный, и грудной, и поясничный остеохондроз. Были вот такие вот, скажем так, проблемы, и удалось их успешно преодолеть с помощью оздоровительной гимнастики Урал и дополнительных упражнений, которые рекомендовали мне коллеги. Ну что ж, вам нужно обзавестись вот таким другом. Это туристический коврик, который доступен, он легкий, его можно всюду возить с собой. И эти упражнения можно делать и на природе, и дома, вот где удобно. Первое. Упражнение можно начинать делать лежа на животе. Просто какое-то время полежали, настроились на то, что эти упражнения вам помогут. Это важное условие. Как психолог могу сказать, что это 50% успеха. Если вы верите в то, что вам помогут выполняемые вами упражнения, то на 50% вы повысите вероятность успеха. Поэтому настройтесь на то, что будет успех, настройтесь на то, что ваш труд, он обязательно принесет результат. Это ежедневный труд, оздоровление. И поднимаем руки и поднимаем ноги. Первое время можно вот так вот просто поднимать несколько раз. Когда руки поднимаем, ноги, делаем выдох. Так, вдох, выдох. Кому тяжело сразу все поднимать, можете по очереди поднимать одну руку и другую ногу, да? Правая рука, левая нога. Наоборот, правая рука, левая рука, правая нога. Можно вот так вот поднять и начать вращать. Рукой в одну сторону, ногой в другую. И теперь меняем направление вращения. Так. Другая рука, другая нога. Тоже начинаем вращать в одну сторону, в другую сторону. Замечательно. Просто вот какое-то вот удовольствие в организме. Это должно стать просто потребностью. Вот как человек проснулся, он же не забывает почистить зубы, сходить в туалет, покушать. Вот так же и важно не забывать делать упражнения. Это должно стать естественной потребностью организма. В первую очередь, конечно, эти упражнения направлены на профилактику и на восстановление после перенесенного заболевания, для того, чтобы потом не было. Ну, давайте еще раз. Руки поднимем, ноги и вот так вот. В одну сторону, в другую сторону. В фазе обострения я бы не рекомендовал делать эти упражнения. Вначале нужно снять воспаление. В любом случае нужно проконсультироваться с врачом, если у вас прямо заболевание, а если там грыжа, не дай бог, то нужно делать уже лечебную физкультуру вместе с врачом. Это упражнение в первую очередь для здоровых людей, у которых еще, может быть, нет остеохондроза. Водителям я рекомендовал бы прямо, неважно, был у вас остеохондроз, не был, просто делать эти упражнения на регулярной основе, чтобы он у вас не появился. Ну и вообще всем людям, работники офиса и многих производств, делаем упражнения лежа.
чтобы не было компрессионного давления на позвоночник. Так, вот так вот на четвереньки встаем. То же самое. Рука, нога. Вращение в одну сторону, в другую сторону. Не обязательно прям делать очень качественно. Никто не заставляет вас каким-то рекордом двигаться. Ну, идет круг, хорошо. Получился эллипс. Ну и ладно. Главное движение. Идет движение, ну и можно почувствовать тонус, да, мышц. Отлично. Просто замечательное ощущение. Давайте еще вот так вот я покажу, чтобы было видно, понятно. Урал, вращай, Урал. Ура, Урал. Вращай, вращение. Замечательно. Просто спина скажет вам спасибо. Так. Можно просто ногой. Другой. Угу. Рука и нога. Ничего сложного. Все просто. Главное регулярно. Главное каждый день. Можно даже несколько раз в день. Например, утром и вечером. Теперь переходим к упражнениям лежа на спине. Вообще эти упражнения можно начинать, как только вы проснулись. Можно сказать, с этого можно начинать день. Известное упражнение велосипед. Говорят, тот, кто крутит велосипед, он проживет 100 лет. И есть такие факты. Так, я включаю еще руки и вхожу в образ льва, который вращает Луну. Вот вы лежите на земле и представьте, что вы идете по шару. Этот шар — это Луна. И таким образом вы вращаете Луну. О, как высоко летят птицы. Как красиво. Замечательно. Сейчас туристический сезон начинается. Выезжайте на природу, выходите на природу, делайте гимнастику. Здоровый образ жизни пусть станет вашей привычкой. Эти упражнения просто делайте каждый день на регулярной основе. Ну или хотя бы по выходным можете выезжать, а на природе получить дополнительный эффект. Дома тоже возможно. Главное вот такой вот коврик и все. Больше ничего не надо. Ваше желание и цель быть здоровыми. Руки, ноги вот так вот, да, вытягиваем. Первое. Начинаем вращение. Получается, кисти, ступни. Вот таким образом. В одну сторону, в другую. В одну, в другую. Кто-то считает, кто-то сторонник того, чтобы считать. Ну, я иногда считаю тоже до 8. 8 – символ бесконечности, да? Символ бесконечного восстановления нашего здоровья. И наш организм способен к самовосстановлению. Про это надо помнить, про это надо знать. Полежали, отдохнули, расслабились. И поднимаем руки и ноги. И теперь уже вращаем руками-ногами. В одну сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отдохнули. Почувствовали контраст, мобилизации и расслабление. Чередуем напряжение и расслабление мышц. Подняли, можно просто вот так вот какое-то время подержать. Тоже почувствовали, да, как мышцы напрягаются. И вращаем в другую сторону. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. И почувствовали удовольствие от расслабления. Также чувствуем удовольствие от мобилизации, от этого контраста. Он очень важен. Вот этот контраст. Чувствовать жизнь, чувствовать вот этот вот процесс, как мышца начинает работать и как она восстанавливается. Именно раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Можно импровизировать. Кисти, ступни. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично. Ну и классические упражнения для спины, для пресса, они тоже очень даже хорошо идут. Таким образом, раз. Представьте, что рука как бы тянет вас. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8. Не надо торопиться, спокойненько делаем упражнения. Никто вас не заставляет куда-то бежать, выполнять какие-то рекорды. Спокойно, с удовольствием делаем упражнения. Так. Вот еще такое упражнение появилось совершенно спонтанно. Нога идет вверх и руки. Одновременно вот так вот хлопаем по ногам. Это лимфодренаж, улучшение лимфообращения. Вот просто замечательно. Такой вот самомассаж. Ну, давайте упражнение в образе рыбы покажу. Тоже замечательное упражнение. Входите в образ рыбы. Мы делали это упражнение стоя. 8, да? А здесь лежа. Вот таким образом. Плывем, как будто подняли руки, подняли ноги. И вот таким образом плывем к цели. А наша цель — это устойчивое здоровье. Ну или у водителя это прибыть к пункту назначения, да? Со здоровой спиной и без остеохондроза. Ну и любого человека достичь своих целей с минимальными рисками, с минимальными последствиями для здоровья. Птица. Тоже летим, да? Парим. Тоже можно включать образы, потому что механически может надоедает делать упражнения. А образ, ну, например, птицы Феникс, он включает еще самовнушение. Представьте, что это птица полностью восстанавливается. Вот. Образ птицы Феникс, которая возрождается из пепла. Это образ полного выздоровления. Образ полного восстановления. Образ устойчивой работы. Образ устойчивой работы
всех систем организма, всех органов, всех тканей, всех клеток. Все работает четко, слаженно. И вы летите к своей цели, плывете к своей цели, бежите к своей цели. Импровизируйте. Креативно-двигательная психотерапия. Ваше тело само находит нужные движения, а ваша душа сама находит нужные образы. Ну и в завершении мы входим в образ себя, здорового человека, который способен управлять своим организмом, управлять своим здоровьем, управлять восстановлением своего организма. Мы способны к этому. Об этом всегда нужно помнить. И организм с благодарностью откликнется. Он обязательно откликнется, потому что вы верите в себя, вы верите в свой организм, вы верите в то, что он способен восстанавливаться, оздоравливаться. Можно вот так вот в планке еще поэкспериментировать, повращать ногой. Таким образом делайте вращательные движения в нужном для вас темпе. Можно делать это медленно, не торопясь. Вот сейчас у нас тройной Урал, да? Рука, нога и голова. В одну сторону, в другую сторону. Помним, что никакого перфекционизма, просто делаем так, как делается, так, как хочется. Жестких правил нет. Единственное, наверное, правило – воздержаться в период обострения, в период болезни нужно восстановиться. И самое главное – делать эти упражнения, пока вы не заболели, на регулярной основе. По своему опыту могу сказать, что остеохондроз его можно победить, не допуская, чтобы появились грыжи и какие-то серьезные осложнения. Верьте в себя, верьте в то, что вам помогут эти упражнения. Придумывайте свои упражнения, прислушайтесь к себе, каких движений хочет ваше тело, начинайте их делать. И обязательно будет результат. Здоровья вам и движения к целям. С вами Рустем Калимуллин, психолог, основатель креативно-двигательной оздоровительной гимнастики «Урал». Пока!